Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В минувшее воскресенье в Сосногорском районе прошли дополнительные выборы депутатов в городской и районные советы. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Генплан утвержден, дороги приняты. Депутаты городского совета провели очередное заседание. Шутки в глухомане. Театральная студия «Пилигрим» представила очередную постановку. День футбола. В универсальном спортивном комплексе «Метеор» состоялось республиканское дерби. Депутатский корпус Сосногорского района пополнился новыми народными избранниками. 14 апреля состоялись дополнительные выборы в Совет муниципального района Сосногорск 5-го созыва и в Совет городского поселения Сосногорск 2-го созыва. Районного и 3 городских депутатов выбирали горожане, а также жители Устюхты, Порожска, Акима, Винлы, Поляны и Пожни. Депутатом Совета муниципального района Сосногорск 5-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 6 избран Апраксин Антон Андреевич, набравший наибольшее число голосов избирателей. Депутатами Совета городского поселения Сосногорск 2-го созыва избраны по одномандатному избирательному округу номер 1 Манчинская Зульфия Баймахмедовна, по одномандатному избирательному округу номер 9 Тучин Егор Владимирович и по одномандатному избирательному округу номер 17 Зверев Андрей Александрович. Как отметили в территориальной избирательной комиссии, выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными. Депутатские удостоверения победителям голосования будут вручены на ближайших заседаниях городского и районного советов. Депутаты городского совета утвердили генеральный план городского поселения Сосногорск. Это и ряд других решений было принято народными избранниками на очередном заседании, которое состоялось на минувшей неделе. Андрей Калиничев продолжит. Генеральный план Сосногорска разрабатывается на долгосрочную перспективу. Мероприятия по комплексному развитию территории планируются на расчетный срок до 2038 года. В числе основных задач установление и утверждение границ населенных пунктов, установление и утверждение границ функциональных зон, а также отображение планируемых объектов капитального строительства местного значения. Проведена большая комплексная оценка территории городского поселения, включающая в себя анализ планировочной организации территории, природно-ресурсного потенциала, демографии, жилищного фонда, социальной, инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры, а также экологическое состояние территории. Также в данном генеральном плане проведен анализ городского поселения в части и установления границ населенных пунктов. Еще одним вопросом, рассмотренным депутатами на очередном заседании, стала передача в собственность городского поселения Сосногорск государственного имущества Республики Коми на безвозмездной основе. Речь идет об автомобильных дорогах общего пользования, регионального и межмуниципального значения. Это 8 дорог, которые находились в государственной собственности Республики Коми, и на сегодняшний день они передаются к нам в городское поселение. Все это делается в соответствии со 131 федеральным законом. И принятие данных дорог при положительном решении вопроса и будет принято и дороги в собственность городского поселения, позволит органам местного управления надлежащим образом осуществлять полномочия по содержанию и обслуживанию данных участков автомобильных дорог. Там кусочки, вы знаете, это подъездные пути к нашим населенным пунктам. Передача автомобильных дорог в собственность городского поселения Сосногорск была поддержана народными избранниками. Всего же в рамках очередного заседания депутаты рассмотрели 6 вопросов. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Раз в год для всех, кто умеет писать. Под таким девизом прошел тотальный диктант в этом году. Событие глобального масштаба, нацеленное помочь людям проверить и повысить свою грамотность. Присоединился ко всему миру и Сосногорск. Традиционное ежегодное мероприятие прошло в стенах 3-й школы. В этот раз изъявили желание проверить свои знания русского языка около 3 десятков участников. Мы носители русского языка, мы должны передать свое отношение к родному языку и тем, кто подрастает рядом с нами. Я думаю, что тотальный диктант имеет огромную воспитательную функцию. Мы должны показать: любим язык, любим Родину и будем ей преданы и верны.
На столе только самое необходимое – ручка и бумага. В этом году автором текста стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик, специализирующийся на творчестве русских писателей конца XIX – начала XX века. Он подготовил 4 текста для разных часовых поясов. Сосногорцам достался текст по мотивам пьесы Максима Горького «На дне». А узнать результаты тотального диктанта можно на официальном сайте акции после 27 апреля, когда будут проверены все работы. Муниципальный фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов» вновь собрал юных жителей Сосногорского района в стенах городского дома детского творчества. Ребята не только показали свои таланты, но и смогли научиться чему-то новому. Побывала на фестивале и наша съемочная группа. К Сосногорской радуге талантов многие участники творческого праздника готовились задолго до фестиваля. Свои работы юные жители района представили на выставке «Мастера и мастерицы». Дети и взрослые могли оценить изделия декоративно-прикладного искусства и работы технической направленности. И это только лишь малая часть радуги талантов. Фестиваль является традиционным. В нем всегда принимает участие большое количество юных жителей Сосногорского района. Здесь они учатся чему-то новому, заводят друзей. Со своей стороны мы ежегодно стараемся сделать фестиваль более разнообразным. И поэтому «Радуга талантов» – это всегда большой и яркий праздник для наших ребят. Узнать о разнообразных направлениях творчества и освоить азы новых для себя техник участники фестиваля могли на мастер-классах. Оригами, изготовление изделий из пряжи и помпонов и многое другое. Выбрать ребятам было из чего. Я принимала участие в мастер-классе «Удивительные помпоны». Мне было очень интересно, познавательно. Я научилась делать интересные помпоны в виде зверюшек разных. И я буду делать это для своих родителей, для друзей, чтобы это было очень красиво и интересно. В этом году «Радуга талантов» проводилась в День космонавтики. Организаторы фестиваля не обошли праздничную тему. Например, Маргарита Михайлова на мастер-классе по бумагопластике изготовила своими руками космическую ракету. Думаю, полезно это будет точно. Я смогу сделать таких, очень много. Это было даже очень интересно. Мне очень понравилось. Завершился фестиваль музыкальным спектаклем «Вовка в тридевятом царстве» в исполнении воспитанников Сосногорского дома детского творчества. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Все вы знаете, что 2019 год в России объявлен годом театра. Для Сосногорской театральной студии «Пилигрим» это не только знаковое событие, но великолепный стимул к работе. Именно поэтому они стараются порадовать зрителя новыми пьесами и постановками. 12 апреля на сцене Дома культуры «Горизонт» актеры представили спектакль Игоря Муренко «Шутки в глухомане». На премьере побывала и наша съемочная группа. Действие спектакля происходит в сибирской глубинке, где по недоразумению затеваются похороны Сеньки. Проводить его в последний путь съезжается уйма народу, включая родственников из города. К счастью, похороны главного героя – шутка. Все дело в том, что спланированные самим же Сенькой поминки – это проверка, чтобы узнать, как на самом деле к нему относятся родственники и жители деревни, а также его возлюбленная. Сеня! Да! Если спросят про документы, из больницы, скажи, что те, кто меня привезли, не смогли их оформить. Ага, не оформили. Сегодня суббота, да? Вот, кого-то нужного с печатью не оказалось. В понедельник там, все выправят, велели хоронить, да и все. Ой. Поняла? Ой, не знаю, не знаю. Ты, главное, запомни, документы в понедельник. Понедельник. А завтра в обед на вынос! Хотелось сыграть комедию. Материал понравился, оказался очень интересным. Выбор пал именно на эту пьесу. Я очень долго выбирала, я все лето выбирала и все-таки решила остановиться на этом материале. Дело в том, что это самодеятельные актеры, вы сами понимаете, мы ежедневно, естественно, не можем репетировать. Помимо всего прочего, кто-то уехал в отпуск, кто-то в командировку. В принципе, где-то около 3 месяцев была работа над спектаклем. Так, например, Наталья Авраменко в этой пьесе сыграла бывшую жену старшего брата Сеньки. И именно общее горе объединило в этот день всю семью. Как поделилась сама Наталья, готовилась к спектаклю очень тщательно. Думая о том, как в очередной раз она будет примерять чужую роль, женщина даже написала стихотворение. «Я сегодня буду не собой. Я попробую чужую жизнь примерить. Чувства посторонние поверить, не своей подумать головой. Как тебе живется, человече? Можешь мне всецело доверять, а костюмчик, одолжив на вечер, можешь даже родственником стать».
Здесь один розыгрыш подхватывает другой, а чехарда шуточных происшествий сводится к отнюдь не комедийным, но и не трагическим, а глубоко лирическим событиям. Каждый хочет быть любимым и услышанным. Посмотреть на игру местных актеров собрался полный зал. Зрители живо реагировали на сценическое действо смехом и аплодисментами. А это значит, что спектакль пришелся по душе. И премьеру можно считать удачно состоявшейся. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Республика Коми – единственный регион в стране, где есть сразу два мини-футбольных клуба в Суперлиге. Сегодня республиканские команды «Ухта» и «Новая генерация» не только показывают свое мастерство на чемпионатах страны, но и делятся своим профессионализмом с теми, кто решил связать свою жизнь с футболом. О том, как они это делают, узнал Павел Дурников. Личный пример, мотивация на победы и популяризация мини-футбола – это основные задачи, которые преследуют клубы «Ухта» и «Новая генерация». Именно поэтому игроки этих команд и решили проводить выставочные матчи. Мы занимаемся популяризацией мини-футбола в Республике Коми. Как известно, у нас две команды играют в Суперлиге, а это большая роскошь для региона. Поэтому мы стараемся привить любовь к футболу, к мини-футболу в нашей республике, в регионах в том числе. Вот это мероприятие создано именно для этого. День футбола в Сосногорске открыл мастер-класс. В течение 1,5 часов футболисты именитых клубов играли в составе команд как нашего города, так и Вуктыла и Троицко-Печорска. Мы вживую видели мастеров, команды мастеров. Честно говоря, Вуктыл находится далеко от Сыктывкара, и мы ни разу вживую не видели игры мастеров. Понравился также мастер-класс, где ребята-мастера показали нам, как нужно обращаться с мячом, как правильно бить, как правильно останавливать. Одним словом, было очень все здорово, очень замечательно. Ребята очень хорошо себя показали. Видно, что мастерство и отработаны все приемы, как сказать. Ну и что-то получили новое, может, какие-то упражнения, какие-то навыки. Среди участников мастер-класса игрок МФК «Ухта» Алексей Филиппов. Свою спортивную карьеру он начал здесь, в Сосногорске. А сегодня он лидер клуба, который выступает уже на российском уровне. Мы очень рассчитываем и надеемся на него. Он показывает молодым ребятам очень хороший пример. Мы очень рады, что в этом сезоне удалось добиться с ним договоренности, подписать с ним контракт на 3 года. Это очень радует. Мы вообще рады, что он к нам пришел, в нашу команду. Выставочный матч – это не рядовое мероприятие, а действительно важное событие не только для нашего города, но и для всей республики. Об этом говорили и почетные гости. Вначале всех приветствовал глава района Сергей Дегтяренко. Футбол объединяет миллиарды людей по всей планете. И недаром говорят, что язык футбола понимают во всем мире. Хорошо знают язык футбола и в Сосногорском районе. У нас созданы все условия для занятия этим видом спорта. И если в Сосногорске отличная база для тех, кто только начинает и готовится связать свою жизнь с футболом, то на уровне региона создана целая система подготовки. У нас в республике создана одна из лучших систем подготовки футболистов. И подтверждением этому служат их ежегодные успешные выступления. Наши команды всегда принимают участие в финальной части первенств России и практически ежегодно становятся призерами. После церемонии открытия и награждения юношеских команд МФК «Ухта» 1 и 3 годов рождения начался тот самый долгожданный матч. С переполненных трибун болельщики поддерживали любимые команды, а те, в свою очередь, показывали красивый футбол. В перерыве между таймами зрители могли поучаствовать в розыгрыше памятных сувениров от именитых футболистов и сделать фото на память в специальной фотозоне. Павел Дурников, Влада Гришаева, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам республиканских синоптиков, новая неделя началась с неблагоприятной погоды. До среды ожидаются снегопады и порывы северного ветра до 15-20 метров в секунду. С четверга погода начнет улучшаться. Среднесуточная температура воздуха будет близка к норме. На основной территории по ночам -2, -7. Днем 3-8 градусов тепла.
Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.